Пожалуйста. Здесь вот вопрос. Здравствуйте, уважаемый Андрей Васильевич. Встречалось ли вам самообозначение татары в первоисточниках? Называли ли себя сами татарами ногайские князья на тюрке и ногайском? Вы понимаете, вот проблема, вы очень правильно заметили эту проблему. Нам необходимо смотреть документы, при котором мы можем видеть параллельный перевод. То есть, чтобы этот документ был написан арабской графикой, арабографичные документы и русские их переводы. К сожалению, мне приходилось работать только с русскими переводами. А вот здесь есть один маленький нюанс. Дело в том, что в русском государстве XVI-XVII века национальность человека играла вторичное значение, она никого не интересовала. В первую очередь мы видим конфессионимы. Русский – это значит православный. Если ты язычник, то ты мордвин, чуваш или кто-то там еще. Если ты мусульманин, ты становился автоматически татарином. При этом встречаются документы с крайне интересными добавлениями. Например, татарин-араплянин или татарин-грузин. Но это просто говорит о том, что этот грузин, он на самом деле был мусульманином. Вот и все. И вот поэтому, как они воспринимали себя на самом деле, а не со слов русской приказной администрации, это крайне сложный вопрос, нужно искать источники. Этот вопрос уже поднимался неоднократно и пытался его решить Моисеев Максим Владимирович, который вот сейчас в том числе должен в ближайшее время написать книгу по политическим взаимоотношениям между Ногайской Ордой и Московским государством в XVI веке. Но, к сожалению, та база источников, которая у нас в настоящий момент существует, выявить подобные документы не позволяет.